Ту черную среду 1944 года Лайла Цурова помнит отчетливо. Тогда ей было 12. Утро выдалось мрачным, вспоминает бабушка. Мужчин всех собрали во дворе школы, а мать ушла доить корову. В то время солдат на постое заменили, но они предупредили детей, чтобы те собрали что-нибудь из еды. Тот халды да хатун новослы жур хайстр сок саншин галич жур хайд такнан доан дитте хачич элсу худире исбол б харберс штё харбе цана дадахчиде так мана абигел мохайнана стой хаче хамликица тосолтч адигирс тосолт сесу школе. Из своего села до Назрани их повезли на машинах, а там всех погрузили в товарные вагоны. Дорога длиной в 16 дней привела семью Лайлы на станцию Танча, Кокчетавской области. Состав последний вагон, царь Каскаста. يوقظ جوردي ستة أرد خليزي شان هم إيش شان إلي تخوبيستور أما سنين دقات ترسلت. Разместили семью на окраине селения, а спустя неделю выделили кров. Старшая сестра Лейлы, которой на тот момент было 16 лет, устроилась на работу. Тяжелого труда в те годы никто не боялся. Dadol sabris dadol yohor sadavrish dadol yohor опять цу станции дадигят Кокчетав станции цу муч вагониш товарный вагониш адигале дадигиртхо шекая шматти карганда. В Кокчетаве условия были тяжелее, вспоминает бабушка. Но опускать руки никто не имел права. Нужно было трудиться. Затем семье предстояла еще одна поездка. С этого момента и зародилась надежда на лучшее будущее. Тухитаждиц инважда тода качаш биртиси балхашагалыжис тупикис загдзерноер медпунктер школыер больницер товарный конторер. Лайла тоже решила, что должна помочь семье. Сначала просто помогала старшей сестре, делала какую-нибудь мелкую работу. Правда, денег за это не платили, но выдавали хлебные карточки. Однажды одна из путевых обходчиц не смогла выйти на работу, и Лайлу отправили вместо нее. زرمي يلا يوق بيرخ ياش بس يا هم ضيع يس سي تريتوري ميل زلوريس بودينا تطبخش تيجي اوج بار اسبتا زبوغ براس. Рассматривая старые фотографии, бабушка вспоминает своего мужа. Говорит, человека с таким достоинством и мужеством не видела никогда. Войны училище против лег заводить, эзерсы голос. Суть балва чхан, эзмар галга балва хавач. Суть ахам да, суть утвердиться да. 13 долгих лет на чужбине не сломили сильный дух ингушского народа, и они не потеряли своего достоинства. Воспитала 10 детей. Старший сын закончил горно-металлургический институт во Владикавказе на красный диплом, а 2 младшие дочери являются заслуженными учителями Ингушетии. Несмотря на все пережитые невзгоды, бабушка не потеряла оптимизма и веселого нрава. Бывает такое, мы когда приезжаем все вместе, я говорю, вот, в гости посмотришь на нее, и становится стыдно, знаешь, вот когда ты начинаешь жаловаться на что-то там, на свое самочувствие, или на то, что тебе все лень, или на то, что устаешь. Ой, бабушка у нас как 20-летняя сегодня, очень живая. После 13-летней разлуки с родиной по приезду домой их ждали пустые покосившиеся дома. Пришлось заново обживаться, строиться, но все это казалось таким незначительным. Главное было, что вернулись в родную гавань. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.